Но вот тема у нас звучит «Исламский банк. Почему в России не работают альтернативные экономические модели?» Ну и под вопросы, что такое исламский банкинг и примеры реализации есть в России, исламский бизнес, где точка входа в Россию, почему исламский капитал не идет в Россию, и почему в Татарстане оказался невостребован опыт эксперимента с исламским бизнесом. Я думаю, каждому есть высказаться на эту тему. Сейчас наступает именно время коренных преобразований, не только там в многополярном устройстве мира, то есть раньше был мир однополярный, сейчас становится многополярным в свете последних событий. И эта трансформация, она, безусловно, затрагивает и финансы. И мы начинаем сейчас видеть, как начинают складываться совершенно уникальные финансовые возможности для того же исламского банкинга. Начинают прислушиваться и чиновники Российской Федерации, которые были, если уж руку на сердце положить, откровенно говоря, глухие и слепые, они за столько времени не решены были кардинальные вопросы для развития исламского банкинга в нашей стране, а наоборот ставились какие-то препоны, ставились иногда просто был полный игнор со стороны тех же ответственных чиновников, Центробанка, властей, федеральных властей на эту всю систему. Сейчас они поворачиваются, уже опять возникли разговоры. Во-первых, закон осенью принимается о партнерских объединениях финансовых, который позволит партнерское финансирование на основах исламского банкинга выполнять. Во-вторых, сейчас предпринимается достаточно серьезный разговор о внесении изменений в налоговый кодекс, другие законы, которые позволят минимизировать, которые позволят упростить работу финансовых структур, которые будут работать по схеме исламского банкинга, например, от НДС освобождения. И сейчас волей-неволей все поворачиваются в эту тему, поэтому я считаю, что сейчас окно возможностей максимально распахнуто, и Татарстан, который сколько лет уже там? 20 лет. 20, вот я приехал, с этого времени мы и начали. Да, вот. То есть 20 лет целенаправленно бил, как вот Франциск Адзийский окучивал огород. Но в итоге и пилоты будут из Дагестане в Чечне. Опять-таки не факт. Не факт. Мы видели, какая сейчас реакция пошла, и со стороны действительно было недоумение сначала. Но сейчас мы видим, и выступал и министр экономики, и Республики Татарстан, и выступали Айрат Фарахов, депутат Госдумы, выступал. Они все говорят, что мы примем, мы будем добиваться, чтобы Татарстан был, а мы будем настаивать, чтобы Татарстан был тоже выбран пилотным регионом. Появление закона – это уже признание. Конечно, это уже признание. Конечно. Естественно, мы все к этому стремимся. И наш опыт наших коллег, мы готовили фактически почву своей работой, своим трудом. Мы только за это. Но вопрос только в том, чтобы это было сделано правильно, своевременно и обоснованно. Потому что тот закон, который сейчас планируется, он неправильный. О чем он говорит? Он что, даст какие-то новые продукты? Нет. Он даст какие-то новые условия для клиентов, для потребителей, для участников рынка? О чем этот закон? Ответ. Что он даст? Он закон об обособленных партнерских фирмах, которые будут создаваться. Там будет особый тип организации финансовой, которая будет подконтрольна, отчитываться будет перед Центробанком. Юрлицо, да, типа? Да, отдельное юрлицо. Оно работает на принципах партнерского финансирования. И если я правильно понял из законопроекта, это все будет, конечно же, регулироваться Центральным банком. Кавказские телеграм-каналы тоже писали, когда объявили об этом, обсуждали, почему их выбрали, да, и у них такое объяснение, что сейчас у страны задача тащить инвестиции, и, значит, в Дагестане есть морской порт, есть железнодорожное сообщение, есть граница с Ираном, сейчас все попрет, поэтому Чечня и Дагестан, они... Это слабая позиция. Да, объясните мне, почему не идет капитал, и придет капитал оттуда. Татарстан более готов к тому, чтобы привлекать, во-первых, инвестиции. Есть опыт, есть площадки, есть команда, которая это делает. Полностью соглашусь с своим коллегой в плане того, что для чистоты эксперимента было бы правильнее проводить, включить Татарстан, в том числе Башкортостан,
в этот эксперимент, потому что, во-первых, Татарстан уже многие годы педалирует этот вопрос, он продвигает, Казахстан тоже сколько лет проходит, и действительно здесь банковский бизнес, он очень развит, и тогда можно было бы воочию увидеть, насколько вот эти компании не смогут конкурировать с традиционными банками. С точки зрения, я себя считаю маленьким экспертом по международным инвестициям, да, все-таки, ни в одной стране, сколько посмотрите, да, как исламские эти банки развивались в других странах, ни в одной стране лейтмотив, что исламские финансы нужны для привлечения инвестиций, не сработал. Мы умма намерений, да, нет. Если у нас нет неправильно, ничего не получается, да, намерение с неправильным. Если намерение сейчас это сделать исламской финансовой структурой и надеяться, что потом придут инвестиции, тогда это неправильное намерение. Это неправильный лейтмотив, это не сработает, и это потом будет причиной, чтобы говорили, мы же вам создали условия, а инвестиции все равно не принесли. Мы же говорили, что это все равно не будет работать, да, там. А система, как она работает? Ты сначала смотришь на свой внутренний рынок, под вовлечение этого внутреннего рынка создаешь соответствующие единые условия, общие условия, и вовлекаешь в это людей, у тебя начинают появляться какие-то определенные инвестиционные показатели, которые потом являются индикатором уже для внешних инвесторов заходить и с тобой начинать работать. Это путь, который, как минимум 2, 3, 4, 5 лет, да, нужно пройти. Должна сформироваться какая-то кредитная история. Поэтому опасений, конечно, большое такое есть. Какой наш лейтмотив, какие наши изначальные намерения, да, и к чему мы там стремимся. Допустим, все-таки этот закон будет принят и банкам позволят работать по принципам ислама. Да? Какие возможные продукты банки могли бы предоставлять, да, в части финансирования? Понятное дело, что банки, основной продукт, который у них будет, это либо мурабаха, мусаума, да, это иначе договора купли-продажи, рассрочка платежа, иначе товарное финансирование. Но пойдут ли они на то, чтобы исключить штрафы и пени из договоров? Да? Потому что банк таким образом закрывает свои риски во многом. Давайте посмотрим на другой продукт, да, партнерское финансирование, о котором мы часто слышим в СМИ. Иначе банками это воспринимается как проектное финансирование. Проектное финансирование – это высокорискованный продукт для банка, под который он создает стопроцентные резервы. И даже до этих событий в экономике, да, не все банки занимались проектным финансированием, а некоторые банки, которые занимались проектным финансированием, в том числе в Татарстане, к сожалению, не очень хорошо закончили. И, не буду называть имен, но мы все эти банки знаем, которые в том числе у нас в республике присутствовали. Поэтому пойдут ли они по пути этого проектного финансирования, партнерского финансирования, я сомневаюсь, честно говоря. Поэтому возможный путь, который я вижу, если банкам дадут на это право, да, и если это будет не указанием сверху, а банки действительно захотят работать в этой конкурентной среде, то я вижу только пока рассрочку. То есть рассрочку именно товарное финансирование. Это наверное, единственный возможный пока вариант развития событий, в случае, если только банки не будут брать на себя больше рисков, больше ответственности и развивать уже действительно партнерское финансирование. Почему исламский капитал не идет в Россию и придет ли он когда-нибудь и что для этого нужно? Во-первых, нужно все-таки смотреть географически, как взаимодействуют инвестиционные потоки, или по крайней мере раньше взаимодействовали. Шарик разделили на две части. Есть север, Аллах Субхану ва Тааля же так же сделал, так сделал, да? Север, еще раз повторюсь, как я вначале говорил, логистический, физический, со всех этих удобно взаимодействовать так, со своими соседями, да? С Европой, Европа, Россия. Да. Почему к нам европейские инвесторы приходили? Они приходили по двум вещам, да? Во-первых, мы ресурсная база, они у себя создали, и когда им нужно было ближе к ресурсам становиться, они просто сюда вывели свои производства. Не из-за любви к нам. Чисто экономический расчет. Чтобы сюда опять-таки не возить, здесь же продавать, отсюда продавать чуть дальше, да, там, готовый продукт. Потом юрисдикция. Мы находимся в своей непонятливой,
понятливой для нас, но непонятливой для них в юридической среде. Мы не работаем по британскому праву, да? У нас свое право континентальное, с которым сложно работать, поэтому нам легко работалось и с Германией, и с Францией, и с этими, да, там. Это вот другой момент. Они у себя, все английские колонии и так далее, все страны, которые, они между собой хорошо взаимодействуют. Вы должны понимать, Ближний Восток, откуда выстраивался бизнес. Кто им это все вот в новом формате объяснял и делал? Это британцы, это западники, да? Они им тоже выстроили систему, и они в нее интегрировались. У них всегда, даже сейчас, они сейчас, конечно, с большой опаской относятся, но иметь вот для любого богатого человека из мусульманского мира, иметь дом там в Англии или какое-то имущество, или какой-то бизнес и так далее, вот в этих западных странах для них всегда было комфортно и безопасно. Сейчас они увидели, что, оказывается, это нифига не так, короче. Это вообще не так, да? И запросто у тебя там что-то случись, санкции туда-сюда могут и все отобрать, и счета закрыть, и все такое. Наш случай, то, что у нас заморозили средства, то, что начали там олигархов, не олигархов, всех там более-менее там предприимчивых людей, которые взаимодействовали или туда выводили, или там имели имущество и так далее. Это все мир, вот мусульманский в том числе, увидел, что оказывается вот та догма, которая была, что вот там есть традиционно честные Швейцарии, даже Швейцария уже таковой не является, да? А что с ними можно прогореть. Вот это они все увидели. И все вдруг напряглись, очень с опаской начали на все это смотреть, и начали смотреть на те рынки, где они действительно могут проконтролировать ситуацию. Вот история Узбекистана многих инвесторов научила, что бывшие страны СНГ просто так лезть, оказывается, нельзя. Вот когда в 93-м году, там, в 94-м, 95-м Советский Союз распался, все эти страны объявились, а у Узбекистана начались прямые полеты во все мусульманские страны, они быстренько вошли во все эти, тогда был Каримов, покойный президент, и потекли инвестиции, 35 миллионов населения там, и так далее. Просто потекли, потому что там на мусульманских принципах, да, мусульманская страна, мы мусульмане и так далее. После определенного времени этот лидер страны берет и говорит: все, с этого времени я национализирую все ваши вещи, значит, ни копейки выводить из моей страны вы не можете, все должны реинвестировать сюда. И люди, которые построили отели, запустили авиакомпании, сделали производство и так далее, они это просто списали в убыток и запомнили на всю свою жизнь, что, оказывается, с бывшим СНГ, будь это мусульмане или не мусульмане, или с бывшим Советским Союзом, нужно работать очень внимательно, во-первых, и во-вторых, нужно работать только на государственном уровне. Вообще мы люди по своей природе, да, там, если нам как-то комфортно, мы не пытаемся меняться. Нам было комфортно последние 20-30 лет, работая с Западом, с Европой. И нафиг нам не нужны были ни арабы, никто этот. Можно было сколько угодно танцев с ними танцевать, песни петь, чай гонять там и так далее. А так вот вы там сидите, мы к вам иногда будем приезжать, и вы к нам приезжаете. А работаем мы зарабатываем вот здесь, да? Вот была такая концепция. Эта концепция сейчас сломалась. Есть же только два варианта, да? Реально себя загнать в остров, сказать: вы пошли туда, и с вами мы не будем дружить, да, там. И попытаться создать свой мир. Сейчас вот эти все рынки там, которые юг, будем говорить, да, вот это, мусульманские, не мусульманские, без разницы. Вот нижняя часть, с которой нам географически не совсем удобно было работать. Мы сейчас с ними вынуждены работать, продавая свое сырье, пускай даже с какими-то дисконтами и так далее, но, по крайней мере, процессы идут, да? Но человеческий обмен для того, чтобы был, инвестиционный обмен, чтобы был, да, это нужно сейчас налаживать авиасообщения со всеми. Это нужно, чтобы наши люди туда летали, чтобы их люди сюда прилетали. Опять-таки мы приземляемся к очень базовым вещам. Сделать страну доступной для тех и недоступной для других. Дружественной, свой-чужой, да? Все время эта концепция работает. Если мы на себе замыкаться не хотим, а хотим взаимодействовать все-таки с остальным миром, пускай даже вот через те страны, которые мы может, не совсем когда-то там
оценивали правильно, может, мы их недооценивали, может, мы их там опасались, еще что-то. Но сейчас, если мы этим хотим заниматься, мы вынуждены, да, тогда нужно просто мобилизировать все ресурсы страны, людей, которых обучались во всех этих странах, которые знают, как с ними работать, да, арабистов, азиастов, там, китаистов там, и так далее, да, по-русски неправильно говорю сейчас, просто говорю вот так, да, вот эти все страны. С ними, а как мы работаем? У нас вообще база есть, людской ресурс с ними работать есть? Практически нет. Вот сейчас туда нужно вот университеты. Вот мы в этом году разнарядку нашим университетам уже должны давать. Не про Европу думать. Эта стена закрылась на 10-15 лет. Никто нам там ничего, ни санкции никакие там сдвигать не будет. Если ты хочешь с этим миром, мы сейчас вынуждены уже 10-15 ближайших лет работать с этим миром. Это означает, что нужно мобилизировать ресурсы, да, человеческие прежде всего, чтобы с этим миром могли работать. У нас сколько хороших университетов. Все, что там касалось там, взаимодействия или там, изучения Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Китая, Индии и так далее, сейчас все нужно поднимать. На это настраивать людей, на это готовить специалистов и так далее. У нас весь мир поменялся. 6 месяцев, успокоиться надо, 6 месяцев все сидели и ждали, что война закончится и санкции уберут. И обратно все не вернется. Уберут, и все вернется. Не уберут, ничего не вернется. Европу реально на очень долго загнули против нас. Там ничего уже такого хорошего не будет. И вот бизнес FM включаешь, санкции. Блин, давайте поговорить про нормальный бизнес. Заканчивайте вы эти санкции. Это же заведомо неправильный путь. Когда ты сам себя забиваешь, меня там ограничили, меня тут ограничили. Не на ограничения нужно смотреть, а раскрывать новые ворота, новые коридоры и смотреть, какие там возможности есть. Мы сейчас про это должны говорить. Если мы реально хотим, чтобы мы и дальше в глобальной этой цепочке оставались, развивались. А если мы со своими этими соседями не сможем правильно экономически, реальную интеграцию выстроить, дальше с тем миром нам реально точно невозможно будет работать. Хотим мы этого или нет, все, что у нас внизу, большинство это мусульманский мир. И с этим миром, хотим мы этого или нет, против мы исламских финансов или за, против мы халяль или за, нам все равно просто придется столкнуться и научиться с этим жить и работать. Повернуться на юг, в общем. Мне кажется, основной лейтмотив должен быть не то, что там привлечь инвестиции, а наладить хорошие экономические, культурные и так далее взаимодействия, реальные, которые не на словах, а реальные условия.